Медицина, образование, экология, спорт. Теме реализации в регионе национальных проектов в Назране посвятили форум. Вспоминая февраль 44-го, в преддверии 76-й годовщины депортации для юноармейцев провели экскурсию по мемориалу памяти и славы. Часть культуры народа. В регионе продолжается декада ингушского языка. Расскажем, как говорят на родном учащиеся 16-й Малгобекской школы. На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. Решить проблемы важные для всех и каждого. Нацелена масштабная федеральная программа, запущенная президентом России. Медицина, образование, экология, спорт. Национальные проекты охватывают все сферы жизнедеятельности миллионов граждан страны. Ингушетия участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах. По поручению главы Ингушетии реализации нацпроектов в Назране посвятили форум, о котором расскажет наш корреспондент. Улучшить качество жизни миллионов россиян призваны нацпроекты, и потому так важно погрузиться в саму работу и ход их реализации, отметил Михаил Илезов, приветствуя участников форума. Какие возможности несет в себе эта масштабная федеральная программа, главной задачей которой – решение важных проблем, комфортное жилье, поддержка семей, чистый воздух и достойный уровень медицины, для удобства реализации которых и созданы проектные офисы. Это стратегический элемент проектной деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В свою очередь играет ключевую роль в запуске проектов, их координации, мониторинге, обеспечении проверки и свод информации. И доведение этой информации, достоверной информации, полной информации до руководства республики по проведенному мониторингу. Проектные офисы как своего рода драйверы такой деятельности, и управление этим проектом начато в 2019-м. В их деятельность входит составление паспортов объектов в электронной системе. Они также выступают единым окном для получения информации для местных властей, общественников и руководителей ведомств, организаций. Мэрии также отметили и те изменения, которые не могут не радовать глаз простых жителей. Это новые дороги, комфортные города, школы, детские сады, социальные учреждения. На сегодняшний день в Назране ведется строительство объектов образования, спорта, культуры и здравоохранения. Мы надеемся, что создаваемая образовательная, медицинская и социальная инфраструктура позволит нам сделать существенный рывок в повышении эффективности жизни наших граждан. Говоря о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года, Хаджибекар Муталиев обозначил реализацию подпрограмм нацпроекта «Демография», старшее поколение и финансовая поддержка семей при рождении детей. Предусматривается выплата пособия при рождении в семье первенца в сумме 10 262 рубля. В истекшем году этими выплатами воспользовалось 2668 семей. Недавнее выступление президента, обращение президента страны к парламенту, введены новые меры финансовой поддержки семей с детьми. Пока, правда, они отображения документально не нашли. Нету порядка и нету постановления, регламентирующее порядок выплат этих пособий. Но что предусматривается? Предусматривается продление срока выплат пособия на первенца с 1,5 лет до 3 лет. Предусматривается внедрение ввод новых пособий, то есть с 3 до 7 лет семьи, имеющие детей, будут получать пособие. Предусматривается снижение стоимости ипотечных кредитов на 450 тысяч рублей. Вывести медицину республики на новый уровень, а значит снизить смертность населения в разы. Главная цель нацпроекта здравоохранения, в рамках которого в республике реализуется 6 программ, в том числе борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также развитие детского здравоохранения. В 2019 году было закуплено порядка 24 медицинских оборудований для республиканского онкологического диспансера. Также был открыт на базе Ингушской республиканской клинической больницы один центр по оказанию онкологической помощи нашим больным. Это позволило нам к концу 2019 года увеличить удельный вес больных, 5-летняя выживаемость которых составляет теперь до 55%. А доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась у нас до 56%.
и снизилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями до 18%. Снижение смертности как одно из позитивных изменений и итог успешной реализации федеральных программ. Далеко не конечная цель. По словам Лейлы Кациевой, в сфере детского здравоохранения можно также отметить положительную динамику. В 2019 году у нас было закуплено оборудование для детских поликлинических отделений города Назраня, Карабулака, Малгобекского и Сунжского районов. Оборудование, которое сегодня позволяет оказывать более специализированную и качественную помощь маленьким пациентам нашей республики. Участие в реализации 2 региональных проектов, таких как современная школа и успех каждого ребенка, несомненно, позволит выйти на новый уровень образования в Ингушетии. Например, создание центров на базе уже существующих школ, где после основных занятий ребенок сам может выбирать направление для дополнительной подготовки. В 2020 году мы планируем открыть такие центры тоже на базе наших школ. 42 центра мы планируем открыть. И в 2021 году еще 10 центров. Ну, помимо этого, до 2024 года мы еще планируем открыть, всего мы планируем открыть 68 таких центров. Также в мэрии заслушали доклады о реализации в Ингушетии региональных проектов, таких как экология, жилье, городская среда, спорт, нормы жизни и другие. Хади Добрива, Адам Мережков, Новости 24. В 2019 году в Ингушетии введено в строй более 280 тысяч квадратных метров жилья. Из них многоквартирные жилые дома порядка 166 тысяч. Индивидуальное жилищное строительство 113 тысяч квадратных метров. Напомню, в рамках федерального проекта «Жилье» до конца 2024 года в республике необходимо ввести 2406 квадратных метров жилья. 383 тысячи из них в текущем году. Для достижения целевого показателя в региональном Минстрое планируют распределить нагрузку по достижению показателей между муниципальными образованиями республики. 23 февраля исполняется 76 лет со дня депортации ингушского народа в Киргизию и Казахстан. О событиях 44-го в Ингушетии вспоминают на памятных вечерах, акциях, проводимых в учебных заведениях, библиотеках, музеях и домах культуры. Показ спектакля «Выжить, чтобы вернуться» состоялся в Ингушском драмтеатре. В зале собрались ученики Назрановского лицея. О впечатлениях зрителей сюжет Тамары Хашагульговой. Трагическая страница, отрывок из жизни целого народа, знакомый каждому ингушу. История черной среды. Алина Мургустова ждала эту постановку целый месяц, чтобы воочию увидеть все, что некогда пережили ее родные. Именно вот об этом событии, когда рассказывают, оно мне кажется таким странным, таким страшным, таким... кажется, как будто мы просто принимаем это должным. А когда ты это сам видишь, когда ты осознаешь, что происходило тогда, ты понимаешь, какая боль, какие страдания это причинило людям, нашему народу. «Выжить, чтобы вернуться», а под этим названием несколько сюжетных линий, сложившихся в один спектакль. Вот зрителю показана картина прощания со своей родиной, а вот долгая дорога в неизвестность в вагоне теплушки. И, наконец, тяжелая жизнь в статусе спецпереселенцев на чужбине. Ваши люди нам много помогают. Снег убирать помогать, коровник чинить помогать. Скоро снег уйдет, работы много будет. Здесь все как в жизни. Есть место и хорошим, и плохим героям. А в тяжелые времена эта разница становится еще более заметной. Воплощение подлости – герой Вахи Хадзиева, коммунист-доносчик, для которого служение партии превыше всего человеческого. Как признается сам актер, играть отрицательных персонажей труднее, но интереснее. Мне было интересно показать образ этого героя. Как бы не героя, а этого персонажа. Героем он далеко не является. Выявить все очень мерзкие и негативную сторону этого персонажа. Чтобы, посмотрев на эту личность, так называемую, многие или подрастающее поколение, многие сделали бы для себя какой-то вывод и анализ. Постановка Мурада Галаева по пьесе Магомед Башира Костоева стала уже традиционной в преддверии февральских событий. Каждый год спектакль собирает полный зал. Его основная идея – показать, как ингуши сплотились, отказались от мести, от вражды и междоусобицы ради того, чтобы вернуться домой, на родину. Даже самые юные зрители смогли уловить этот посыл от актеров. Мне спектакль очень понравился, он был очень трогательным.
И каждый человек должен знать свои корни, он должен знать свою историю. Нам показали войну не просто так, чтобы мы все знали, помнили и никогда не забывали это. Актеры очень хорошо играли, будто это не спектакль, а они прям вжились в свою роль. Каждый актер воплощал свою роль в реальность. История целого народа, воплощенная на сцене, не может не тронуть сердца. Слезы на глазах зрителей – лучшее тому подтверждение. Пусть они не являются свидетелями депортации, но прекрасно знают о ней по рассказам старших. Нет ни одного ингуша, где нет в этой истории, или там кто не прошел через это. Но я-то, конечно, это не помню. Я родилась даже после того, как вернулись, но их как во всей семье, как во всех остальных семьях у нас тоже. Мой отец, например, дедушка, бабушки, они тоже прошли через это, рассказывали. И когда ты это вот такое видишь, вспоминаешь их, как же им было, как тяжело, все тяготы судьбы, вот. Но трудно. С тех пор минуло долгих 76 лет. Многих из свидетелей той черной среды давно уже нет в живых. Но есть память целого народа, который помнит и чтит свое прошлое, чтобы жить в мирном будущем, не забывая горьких уроков. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. В преддверии очередной годовщины высылки для ингушских юнармейцев провели экскурсию по мемориалу памяти и славы в Насыркорте, где о тех событиях повествуют не только сотрудники музея, но и сами памятники. Мадина Магушкова расскажет. Если вот такие нары были во всех вагонах, почти во всех, были и двухэтажные, на них размещались старики и дети, которые не могли сидеть, стоять, было тяжело. О депортации юнармейцы знают по рассказам старших, но в этот раз они могут воочию увидеть условия и представить, через что пришлось пройти их бабушкам и дедушкам в тесных вагонах. Эту экскурсию в преддверии памятной даты организовал Комитет по делам молодежи. О нелегкой доле депортированных наслышаны и учащиеся 4-й их первой школы Кажева Магомед Зангиев и Ахмед Анташкиев. Ребята признаются, окунуться в атмосферу прошлого и прочувствовать все то, что когда-то пережили их предки, даже сейчас, спустя 76 лет, нелегко. Нам нельзя забывать уроки прошлого, потому что это наша история наших прадедов, наших дедов, которые рассказывают нам с детства, и мы должны, наоборот, даже распространять. Им было очень трудно. Вот когда мы были в этом вагоне, нас не было так много, но все равно там было тесно, а их, как говорят, было 150 человек. Вагон-теплушка на мемориале – один из главных символов той трагедии, когда в раннее морозное утро ингушский народ лишился тепла родины. Тысячи были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Лютый мороз, голод и неизвестность стали их спутниками на несколько недель пути. Многие не выдерживали суровых испытаний и погибали по дороге, а те, кому посчастливилось выжить, томились на чужбине долгие 13 лет. Парни и девушки, как вы, вот такие старики же были, вот такого вашего возраста тоже возились, стояли и стоя на ногах переносили этот ужас. Из уст старшего поколения молодые впитывают боль своего народа, уроки прошлого, которые нельзя забывать. Мы должны понимать свою ответственность сегодня перед историей, перед республикой, перед нашим народом, потому что я считаю, что то, что пережил наш народ, и то, как они прошли через это испытание, это подвиг в рамках народа. Мы знаем, что человек может совершить подвиг, о нем говорят, что это герой. Здесь я считаю, что героем явился целый народ, потому что они в этих нечеловеческих условиях, они не сломались, они не прогнулись, они не потеряли свою идентичность, они остались ингушами, они сохранили те принципы, те убеждения, с которыми жили поколения до них. И они передали это все нам, поэтому мы не имеем никакого права сегодня на то, чтобы от этих принципов отходить. Мы не имеем права сегодня ударить лицом в грязь и забыть о том, кто мы есть, и о том, какая большая ответственность лежит на нас. Организаторы отмечают, это не последнее мероприятие, которое они проведут в рамках 76-летия депортации для подрастающего поколения. Мадина Магушкова, Магомед Белакиев, Новости 24.
А в 6-й Насыркордской школе картину февральских дней 1944 года учащиеся воссоздавали театральными постановками, стихами и песнями. Каждый из школьников слышал историю депортации народа от своих дедушек и бабушек. В школе к 76-летию памятные даты запланировали цикл мероприятий. Такие внеурочные занятия в преддверии 23 февраля здесь проходили практически каждый день. Самая главная цель нашего мероприятия – это все-таки показать детям, привить детям толерантность, межнациональную толерантность и очень бережно относиться к родине и ценить такое понятие, как родина. Чтобы отдать дань уважения тем, кто, несмотря ни на что, вернулся на родную землю, по всей республике загодя начали готовиться к важной дате. Так, с 10 часов утра во всех центральных мечетях в воскресенье состоятся поминальные мероприятия. В то же время на мемориале памяти и славы в Насыркорте жители республики, депутаты, представители органов госвласти придут почтить память и мужество тех, кому пришлось испытать все тяготы суровой ссылки. А в 11:30 на аллее Победы в Назране состоится торжественное возложение цветов. В городской мечети пройдет благотворительная акция. Также завтра на сцене музыкально-драматического театра зрители смогут увидеть постановку «Паспорт». А в музее жертвам репрессий на мемориале памяти и славы откроется выставка «Дорога длиною в 13 лет». Оперативный штаб обращается к жителям с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности в период проведения массовых мероприятий 23 февраля. Не трогать предметы, оставленные без присмотра. А в случае их обнаружения сообщить по телефонам служб экстренного реагирования. МВД Ингушетии также информирует, в воскресенье 23 февраля будет перекрыто движение в центре Назрания в связи с проведением памятных мероприятий. Дороги перекроют с 9 утра до 13 часов на улице Фабричная и проспекте Базоркина. Жители просят заранее предусмотреть варианты объезда. 10 дней, посвященных родному. В регионе проходит декада ингушского языка и литературы. Она продлится до 26 февраля. Литературные часы, открытые уроки, семинары, выставки, общение с писателями – все это направлено на сохранение и развитие языка. На таких встречах поднимают проблемы и задачи, стоящие перед лингвистами, филологами и обществом. Как говорят на родном и о родном языке учащиеся 16-й Малгобекской школы в сюжете Хавы Гагиевой. На каком языке можно еще проявить материнскую любовь, если не на своем родном? Ингушская речь словно колыбельная для ребенка, считает Асия Курскиева. Девочка учится в 7 классе, но для себя уже твердо решила, что хочет связать свою жизнь с лингвистикой. А без знания родной речи невозможно и изучение других языков. Я очень люблю свой родной язык. Хорошо, что он у меня есть. Без моего языка я бы не состояла. Я была очень рада, когда меня позвали на это мероприятие, сказали поучаствовать. Искусно говорить на родном языке – вот основная цель сегодняшнего мероприятия. Учениками 8 Б средней школы номер 16 города Малгобек было подготовлено мероприятие, где ребятами было проявлены хорошие знания ингушского языка. Оно называется «Галгаметта Хуаргаленаш Тухкаш». То есть это урок о том, как развивался ингушский язык с 19 века, то есть это начиная с арабского и заканчивая нашим алфавитом. Учителя уверены, что подобные мероприятия необходимо проводить не только раз в году. Ребятам нужно ежедневно напоминать о традициях и обычаях и о влиянии на них родного языка. Они являются основами культурного составляющего любого народа. Школьники читали стихи известных ингушских поэтов, в свое время приложивших немало усилий для развития ингушского языка. Как говорится, нет языка – нет истории, а раз нет истории, значит и нет самого народа. Именно эту мысль и пытаются донести учителя до своих воспитанников. Мы охватили весь материал, то есть это наши тамадыш, туркыш, которые так хорошо работали над этим языком.
и показали все это на арабской графике. То есть потом дальше эту работу продолжил Висенгирей Джабагиев, его брат Магомед Джабагиев. Хотела показать нашим учащимся, что на латинской графике первый аббат издал Мурсал Цакиев. Вместо обыденного урока за партой здесь решили прибегнуть к учебно-театральной форме. Чтобы привлечь детей и объяснить им важность сохранения ингушского языка, нужно было не просто выучить свои слова, а прочувствовать их. Впрочем, школьники такому изучению рады, ведь оно не только полезно, но и приятно. Главное, каждый понял личную ответственность за сохранность родного слова. Несмотря на то, что в мире есть еще многие языки, русский, английский, для нас наш язык самый главный, самый важный, потому что это наш родной язык, язык нашей матери, наших предков. На уроке родного языка ребята вспоминают не только классиков ингушской литературы, но и тех, кто был у истоков становления письменности. Особое внимание уделили и графике родного языка, от латинской до русской, наряду с такими именами, как Заурбек Мальсагов, Магомед Цакиев и имя автора первого аббата на русской графике Зарахмета Тимиева. Кстати, в числе приглашенных гостей был и его внук, который рассказал историю жизни удивительного человека. Декада ингушского языка и литературы проводится ежегодно с 15 по 26 февраля. До окончания еще 5 дней. И у каждого есть возможность провести мероприятие, посвященное его развитию и сохранению. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Уровень безработицы в Ингушетии к январю текущего года вырос на 4,3%. На начало января 2020 года численность незанятых граждан в Ингушетии, состоящих на учете в органах Государственной службы занятости, составила более 22 тысяч человек. Все они признаны безработными. Увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 4,3%. Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, 19 800 человек. Отмечу, что численность рабочей силы в Ингушетии по итогам выборочного обследования в 2019 году составила 254 тысяч человек, или 51% от общей численности населения. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.